нас есть обладатель такого редчайшего титула. С хобби начинается, но потом переросло в профессионализм. Да какой мне 18 лет было? Какой женат? Я в 30 лет женился. Тяжело, конечно, было, но впечатления остались, конечно, большие. А надо подготовиться физически к этому. 5800 или около 6000, в общем, я с ними вместе сходил. Там же уже выше 4000 считается вечная мерзлота. Восхождение на пик Ленина 7134 метра. На вершине кафе нету. Постоял, отдохнул и уходишь вниз. Кроме физической подготовки, надо организм приучить к кислородному голоданию. Мои родители на горы ходили, что ли? Первое место в Союзе. Да, были. А деньги заплатили вы? Я думаю, что никому это не объяснишь. Такое притяжение человека к этому. Когда ты поднимаешься наверх, я думаю, что ты чувствуешь себя победителем сам над собой. Ты это совершил, ты это сделал. Ассаляму алейкум, Зинурага. Мы потихоньку будем начинать. Вы знаете, Зинурага, я что хочу сказать. Ну, во-первых, я очень рад, что вы сегодня нашли время прийти, потому что сегодня время — это самый ценный ресурс. Вот я когда только про вас узнал, что у нас есть такой человек, обладатель такого редчайшего титула, я не побоюсь этого слова, потому что сегодня по статистике я посмотрел, почти 700 снежных барсов вообще по всему, свету, да, считай? Да, по всему свету. Среди такого огромного количества людей всего 700. То есть я считаю, что это очень мало. И ваша фамилия там на 43-м месте. Для начала скажите, пожалуйста, вот снежный барс вообще. Это я думаю, что есть люди, которые не знают, что такое снежный барс, что за титул такой снежный барс. У нас есть мастер спорта по альпинизму. В 1969 году внесли поправку. Кто покоряет все 5 семитысячников, которые у нас в Союзе есть, присваивает символическое звание «Барс снегов». Угу. Кто покоряет 5 семитысячников, у нас их 5 всего в Союзе. В Советском Союзе было 5 вершин, да, которые более 7000 метров. И вот с тех пор это идет отсчет. Можно сказать, в 1969 году мы эту нормативу выполнили. Угу. Это у нас идет командный зачет. Я должен был быть, это, не знаю, это к информации или нет, но это к моей обиде, то, что так высказываю. Я должен был быть 9 или 10 по порядковым номером. То, что я с товарищем, можно сказать, с самых азов начали заниматься альпинизмом. И вместе мы с ним ходили на все вершины. С ним. А кто это? Как его звали? Переданной там вам. Угу. Ничего, вспомните, скажите. Скажу. Енді мен оғылған көрмен уже почти 135 жыл. Так что это из памяти стирается. Да, не вопрос. И вот ему дали 11 номер. Я должен быть хотя бы логически рассуждать, то должен был... В следующем или впереди быть. Вот. Но это был ваш партнер, да? Это как это можно сказать, друг, да, соратник? Спортивный товарищ, можно сказать, не товарищ. В одной связке мы ходили. Случайных людей там же не бывает? Все-таки нет. Это, конечно, мой спортивный по жизни. И все дело закрутилось. Один за одним, и все обиды накопились, я бросил альпинизм. К обидам мы еще придем. Обиды будут чуть позже. Давайте сначала вот с этого момента интересного. Вы знаете, я
ну, не сильно спортивный человек, вы, наверное, ну, заметили, да, что как бы это не на первом месте стоит. Но я скажу так, что довольно-таки наблюдательный человек, и я, в принципе, могу примерно понимать, что это такое. Потому что вот мы даже вот буквально пару дней назад немножко прогулялись по горам, и я понимаю, насколько это тяжелая задача, эмоциональная, физически. В вашем случае это еще и финансово затратная история, потому что все-таки там есть подготовка, есть лагеря, амуниция, спецамуниция и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, вот вы простой парень, можно даже сказать так, советский человек, да, который, в принципе, не думал заниматься этими вещами, ходить по этим горам, по этим вершинам. А в какой момент вы вдруг поняли, что почему бы не заниматься этим? Это как хобби у вас считалось, да? Ну, с хобби начинается. Ну, потом переросло в профессионализм. Ну, если будем сначала говорить, то мы попали в Марийский. Там слово гор, по-моему, никто не знает. Там одни болота, да и эти самые деревья. В 1957 году мы оттуда переехали в Черчик. Ну, то, что у меня там дядя жил, после освобождения. И я поступил на работу в Черчик-Сельмаш. А кем вы работали? Ну, тогда проблема с работой был. Когда я поступил, был нагревальщиком в кузнечном цехе. Ну, подсобник. Ну, я там работал, ну, познакомился с ребятами, с молодыми ребятами. И как-то мне тогда, оказывается, вел работу альпинизма в заводе Раип Мамбетов. Он пришел как-то, я его не знал. Он говорит, ты здесь давно работаешь? Я говорю, да, вот 2 дня или 3 дня. Он говорит, мы в Хумсан выезжаем, ты не хочешь с нами поехать? Куда? В Хумсан. А ты что, горы, что ли? Да, горы. Ну и вот я с ним поехал на Хумсан. Ну это не горы, но отроги такие. Ну, поехал. Ну, вроде ничего. Ну, мы вернулись, он через неделю или на следующей неделе. Говорит, поехали с нами. Говорит, мы опять туда едем. Ну, поехали. А вы там что делали? Вот вы... Ну, отдыхали. Просто палатка, отдых? Просто отдых, да. Без пеших походов, без ничего? Нет, ничего не было. Ну, вот пришли, на погоду посмотрели, походили, чай попили. Но я тогда еще не увлекался спиртным. И так и прошло. Ну и... Скучно, в общем, проходило, да? Да не то, что скучно, меня не удивило, а поразила природа. Такая богатая природа. Мы в Марийском жили, то что там, одни сосны, да, и дубы какие-то стояли. Ну, а здесь разнообразие такое. Погода чистая, тепло, светло, хорошо. Ну, и вот мы оттуда вернулись, и через месяц-два, что ли, рядом с нами был поселок Таваксай назывался, там более скалы, и там альпинисты проводили тренировки. И опять этот Раип подходит ко мне и говорит, ты знаешь, вот мы в Таваксай едем на тренировки. А что за тренировки? Вот по скалам будем лазить, посмотрим там что. Посмотришь, как мы там лазим. Ну, я поехал. Ну, вместе с ними там рядом походил, полазил. Ну, вроде бы ничего. Ну, вернулись. Через неделю он опять, поехали туда, опять на скалы. Ну, поехали. А Ну, вы вот уже женаты были? да какой мне 18 лет было? Какой женат? Я в 30 лет женился. Связано с этим спортом. И вот, ну, я еще поехал. Ну, он говорит, как там?
Ну, вроде бы не отстаю от них, лазю, все. Ну, технику там кое-что показали. И месяца через 2, что ли, да, примерно так. Говорит, у нас есть путевка в Фергану. Тогда Фергана, это был у нас альпинистский лагерь, Фергана. Говорит, хочешь туда поехать? А я что там буду делать? Ну, говорит, тут научишься там, азам альпинизма, там, лазить, там, технику, как применять, где применять, тоже. Ну, поезжай, посмотришь, понравится, понравится, не понравится, что тебе? Не ущемляет. Ну, мне путевку дали, тогда профсоюз работал. Мне дали путевку на 20 дней. Поехал в Фергану, там от Ферганы 70 километров в горы находится альпин-лагерь Дугаба. Ну, как приехал, как новичка, меня там прицепили к какой-то команде. Ну, с ним сперва были теоретические занятия, ну, в смысле, как узлы сделать, как ходить. Технику рассказывали. И, Ну, ставить палатку, наверное, тоже, да? То есть ну, вот эти да, моменты все. Палатка-то не самое важное. Важно было то, что знать технику, узлы, как применять, все прочее. Ну и 20 дней побыл, вроде, ну ничего. И на гору сходили на 4 с чем-то высотой. А стартовая какая была высота? Стартовая какая была высота? Ну, у нас стартовый это лагерь находился на 1800 метров над уровнем моря. Ну, вот это я спрашиваю, да. А там уже над уровнем моря все вершины повышаются. Ну, в смысле, разные они есть по высоте. Ну, на одну вершину побыл, втором сходил. Ну, как все участники сходили, ну, тяжело, конечно, было, но впечатления остались, конечно, большие. Когда на вершину поднимаешься, обзор кругом, вечная мерзлота, девственность всей этой природы там. Ну и по разговору там очень много слышал, что вот, мол, это не превзойденные никем данные. Кто поднимается, значит, он первый видит эту красоту. Ну, вроде нормально, но он приехал оттуда. Ну, у нас в Черчаке, ну, то есть 30 километров от нас есть был Чимган, 3220 метров над уровнем моря. Оказывается, там каждый год в 1 мая проводят альпиниаду. Ну, опять он, Райпамбетов, подошел, говорит, вот мы едем туда. Ну, поехали. Ну, тогда хорошо, что было профсоюз, нам оплачивали и зарплату, и проезд, и питание, и все это они То оплачивали. есть вы вообще ничего не платили? Нет. Но сам по себе альпинизм очень дорогой вид спорта. Ну, потом к этому придем. И вот я поехал туда. Ну, альпиниада там большая. Ну, если не соврать, 1000-1500 человека там собирается. Да, неплохо. Ну, там вечерами там всякие выступления, там пение, там кружки там всякие. Ну, очень, очень весело было. Бывает там, вернее. И вот, ну, вроде по душе вернулся назад. На следующий год уже начал ходить на тренировки уже постоянно. Ну, опять к 1 мая мы сходили туда на Чимган, на альпиниаду.
И вот. А это соревнования были, да? Ну, Олимпиада? Нет, это просто... просто восхождение. И все вот 1500 человек, все восходили? Нет, ну это не за один раз. Мгм. Ну, 1,5 человека там не поместится никогда. Ну да, я тоже вот. Ну, вот, скажем, группа там бывает, одна группа может быть 15-20, ну, максимум 30 человек может быть вот на эти низкие вершины. Мгм. Ну, одна группа уходит, через 1,5-2 часа следующая уходит, потом еще следующая уходит. И вот так за неделю все эти 1500 или там сколько там, 1000 человек делают восхождение. М. То есть, получается, по очереди, да, все Ну, поднимаются? конечно, по очереди там. Ну и вот после этого, значит, он сказал в Дугабу хочешь поехать? Ну вот я поехал в Дугабу, ну вроде сделали восхождение, ну вроде по душе было, все нормально. И вот так, еще год я так походил, и начали мы восхождение делать на более высокие вершины в Дугабе. Мгм. Ну и вот занимался вроде бы активно, но тренировался, конечно, будь здоров. А тренировки это что входит в эти тренировки? Ну, в тренировки входит, у нас в личных входит, это физическая нагрузка. Мгм. А то, что скалолазание, там, эта тренировка там уже другое. А надо подготовиться физически к этому. И вот в Дугабе и на следующий год я опять поехал в Дугабу. Ну, поднялись еще выше на вершины, там уже 5300 стало. Ну, походили, ну, вроде спокойно спустились. Ну, и вот в лагере там пожили 20 дней и вернулись домой. Ну, опять пошли весной тренировки. И вот так, и я начал высоту поднимать, планку высоты начал поднимать. Ну, у нас там в Дугабе 5700 или 5800 вершины максимальные были. Ну, на всех походил один раз, два раза, ну, потом, ну, сколько можно ходить? Уже не так интересно, да? Да, ну, потом со стороны, наверное, заметили, что я активно работаю, и меня пригласили, ну, ребята, Мгм. это в сборную команды Узбекистана. Нет, я не вошел, ну, это, я еще не вошел в команду, а просто ребята пригласили подняться еще выше на другом районе, в другом районе. И я там 5800 или около 6000, в общем, я с ними вместе сходил. Они для тренировки ходят, а я как сбоку припеку. Ну и вот, вроде заметили, что я стараюсь, что-то делаю. Они меня еще год пригласили к себе. Ну, смотрите, вот вы говорите, высота 5300, да? Да. Это смертельно опасная гора или еще нет? Бывали там смертельные случаи? Все-таки горы не прощают же. Ну, как сказать, смертельно, опасно. Ну, были случаи смертельные? Были. Скажем, человеку спать на койке тоже опасно. Ночью упадешь, что будет? Это где? Ну, из дома. Не, ну это не такая опасность. Ну что вы. Все-таки в горах, ну вот 5 километров, это уже опасная высота? Ну, конечно, конечно. Бывали вот в ваших вот этих в начале какие-то случаи летальные? Случаев там очень много бывает с подрастающим поколением. Там же уже выше 4000 считается вечная мерзлота. Там уже
другой климат, условия другие, все прочее. Поднимать сложнее получается. Ну и, соответственно, человек один отступился, там же все привязаны друг к другу. Ну, в смысле, друг к другу. Бывает группа 4 человека, 5 человек бывает в одной связке. Если те проживали, он их стаскивает вниз и уходит вниз. Это вот есть исход. А такие часто бывали случаи, да? Конечно, часто. В альпинизме там А зачем туда привязываться, если это опасно для всей группы? нет, ну это делается для того, чтобы, если, скажем, один подскользнулся, упал, должен третий его удержать. Ну и или четвертый должен удержать. Ну, иногда бывают такие раззявы, идут, не обращают на внимание, товарищ упал, и стаскивают их со склона. Там, если со склона сорвался, ну, там склоны бывают, значит, 25, 35, до 40 бывает. Уже 90 градусов, это угол 90 градусов. Да. Ну, уже на высшем этапе мы все ходили по этим вершинам 90 градусов. Ну и вот несчастный случай часто бывает. Ну, кто после этого кончает, Ну, это, то есть это дружбу. пугается, да? Боится. Ну, то есть Ну, конечно, там психологически, когда он падает, это же не объяснишь никому. пока сам не упадешь, да? Да. И вот. А вот скажите, вот смотрите, вот вы пошли первый раз в поход, да, вот, к примеру, там, на какое-то поднятие. Вот вы спустя вот эти годы, вы как себя характеризуете? Вы генетически были предрасположены к таким нагрузкам или вы тренировками это все сделали? Генетически, по-моему, никаких здесь отношений нет. Это тренировки. То есть выносливости нет понятия, что у кого-то больше, у кого-то меньше? Нет, тренировки бывают после тренировки, ну, в смысле, команда собирается, ну, у них разные подготовки физические, а технически там, может быть, и на одном уровне, а физически он у всех одинаковый никак не может быть. Так что говорить, что команду готовить под один шаблон, никогда не получится это. И вот так я занимался, и в конечном итоге где-то в 67 году, да, в 67 году, ну, уже там наши, можно сказать, уже тренер, ну, может быть, заметил что-нибудь, и он говорит: давай на школу инструкторов поезжай во Фрунзе. Угу. Тогда там тоже был альпинистский лагерь во Фрунзе. Ну вот, я поехал туда, 30 дней мы были в школе, ну, занимались практическим, теоретическим, всеми этими занятиями. И тогда школа организовала первый раз выход восхождение на пик Ленина. Это 7-тысячник, то есть. 7134 метра над уровнем моря. Ну вот мы в школе побыли, на восхождение сходили. Ну, свое удостоверение я получил. Потом я стал ездить в лагерь как тренером. Но это ваше было первое восхождение на 7-тысячник? На 7 тысяч, да. Ну, расскажите про это. Это же другие какие-то ощущения были. А что там можно рассказать? Приготовились, подняли рюкзаки, пошли наверх. Но вы же не с первого раза поднимаете, я так понимаю. Там же этапами идет. То есть заняли высоту, нанесли туда вещей, потом дальше, да? Или как? Ну, да.
Ну, у нас называется, если как на Пекле нашли, у нас база была на 4200, это на Алайской долине. Это знаменитая Алайская долина, может, слышали? Вот от 4200 мы поднялись на 5200 или 300, заброску сделали, Да. вернулись обратно. На следующий, через день мы взяли, продукты, там, снаряжение и пошли на следующую заброску. Называется заброска, которая поднимается наверх. Да, да. Через этот лагерь мы прошли еще метров 500-600. Оставили, это, получается, у нас вторая база. Заброска называется. А там кто-то остается на этой Нет, базе? зачем? Просто как схрон, да? Да, Лабаз называется, да? оставили, да. Ну, там закидали камнями, чтобы его не сдуло. И вернулись назад. Ну, вот на третий раз, через день отдохнули, через день пошли на штурм. Значит, мы на первой заброске переночевали. То есть штурм начинается с 4200, с Да, лагеря. да. Мгм. 4200 мы... 4200 подняли, вышли. И на 5 с чем-то, вот на первой заброске переночевали, потом на второй заброске переночевали. И на третий день, на восхождении третий день, мы утром рано встали, очень рано встали и пошли наверх. Мгм. Сколько человек у вас была группа? Я помню, у нас, по-моему, 6 человек было. Одна связка. Ну, не одна связка, но, в общем, 2 связки, 6 человек. Там с каждым разом все тяжелее идти, все тяжелее. На уже 7000 считается половина кислорода. Мгм. Нехватка. Ну, основной там, кроме физической подготовки, надо организм приучить к кислородному голоданию. Это очень... Когда человек не подготовлен к этому физически и кислородному голоданию, очень тяжело переносит кислородное голодание. Какие симптомы вообще? Что это такое кислородное голодание? Как оно ощущается? Ну, если скажу, так просто выражаться, когда человек впадает в этот самый не ком, а кислородное голодание, он получается невменяемый. Он не соображает, куда идет, может встать. Заторможенный становится. Да, заторможенный, да. Он может встать и уйти вообще куда-то в другую сторону, или вообще что-то делать. У него головные боли, кислородное голодание, не хватает воздуха, голова болит. Ну, единственное в таком случае, что его срочно спускают вниз, метров на 200, на 300, он приходит в себя опять. То есть это 200 метров решает, да? Такие Да, вопросы? вниз спускает его, да. Мгм. Ну, такое часто бывает. А у вас было такое? Ну, конечно, в первое время, когда первые восхождения у меня были, я тоже чувствовал такую физическую нагрузку. Ну, привыкает человек к этому. Ну, не все к этому привыкают. Вот, значит, есть генетика какая-то. Это физическая подготовка, я считаю, я не знаю, это генетика никакого отношения к этому. Что, мои родители на горы ходили, что ли? Ну, подождите, но все-таки не так узко нужно смотреть, потому что генетика, она же может, ну, как сказать, этот навык может просто спать 1000 лет и вылезти просто, понимаете? Ну, я Не все же барсами становятся. Я думаю, что мой и дед или прадед тоже не ходили в горы там. Ну, в Крыму что, как гора. Ну, я не знаю, мы... Ну да, для вас, конечно. Нет, ну и там, если, скажем, я в Балаклавском районе жил, то есть родился там, мои все родители там жили. Ну, там так под Севастополем практически ничего нету таких высоких.
Не, это понятно, это понятно. Это просто, да, я говорю про какие-то персональные вещи. Вот знаете, кто-то не переносит болтанку вот на море, да, у кого-то начинает тошнить, кому-то нормально. Это же не означает, что к этому можно как-то привыкнуть. Это все-таки какие-то генетические особенности. Привыкают. Вот, скажем, моряки. Да, вот моряки. У них тоже это морская болезнь. Это тоже равносильно горным болезни получается. Они же привыкают к этой болтанке. Привыкают? Конечно, привыкают. А что, разве матросов мало, которые по жизни ходили в море? Ходят, привыкают. Это И вот получается, смотрите, и получается, что вот у вас первый подъем, да, вот первые симптомы, вы это все чувствуете. Ну, там, естественно, холодно, да? Да, прохладно. И вот если, допустим, я сегодня смотрю, сегодня до сих пор люди поднимаются на вершины, то есть это такой развитый туризм довольно-таки популярный. Сейчас целая куча приспособлений, всякие маски, всякие баллоны, печки универсальные, одежда прогрессивная. Вот в те 70-е годы, это же ну, ужас какой-то был, вот с экипировкой связан. Как вы справлялись с этим делом? От каждого спортсмена зависело от него самого. Если он активно занимался, то он все это перебаривал. И все нормально было. А если ты не занимаешься и прямо в горы идешь, это практически невозможно. Нет, это 100%. Практически невозможно. И поэтому люди тренируются, но и кроме того, кроме физической подготовки, много зависит от самого человека, от самого организма. Угу. Если он занимается, но не активно занимается, ну, эффекта мало. Угу. То есть нужно специально заниматься, да? Ну, конечно, давать полную нагрузку. И постепенно организм привыкает и к физическим нагрузкам, и к кислородным голоданиям. Угу. И вот это все постепенно. Сразу даже мы уже квалифицированные спортсмены были, чтобы подниматься наверх, мы сразу не идем на высокие. Угу. Сперва поднимаемся на определенную высоту, спустились, отдохнули, в следующий раз поднялись, еще выше поднялись. И это каждый год. Угу. Это за один год человек адаптируется к этому, к балдежнику. Угу. Ну, это накопительный эффект, он закрепляется или забывается? Нет, он забывается. Организм это все забывает. И следующий раз, ну, может быть, чуть-чуть легче. Быстрее восстанавливается это все. И так каждый год приходится тренироваться, готовиться. И ну вот смотрите, вот вы первый раз поднялись на семитысячник, да? Что вы там делали? Вот вы поднялись, вы на вершине. На вершине кафе нету. Туалета нету там, наверное? Туалет полно. Простор великий. Ну, обычно мы поднимаемся наверх, там обычно тур стоит, ну, в смысле, из камней складывает тур. Это уже который на последующие восходители первый складывает тур, оставляет записку, что они были там. Да. И забирает к себе и оставляет свою записку. Это подтверждение, когда они приносят записку сюда вниз, ну, там, тренерскому совету, Да. это считается подтверждением, что ты был на вершине. Ну, логично, как будто бы, да? Да. Ну, а там наверху что можно сделать? Ну, все зависит от погоды. Если, скажем, погода... Как у вас было? Ну, разная не бывает. Первый раз. Первый раз, можно сказать, мы ничего не видели. Просто такого холода не было, но все в облаках, а ничего не видно было. Ну, там постоишь, там поговоришь, может быть,
там душ отведешь. Ну, и записку взял и уходишь вниз. Сразу же. Да, что? Не стоишь там, не находишься. Нет, ну, я говорю, от погоды зависит. Если там холодно, то, конечно, на морозе стоять не очень приятно. Постоял, отдохнул и уходишь вниз. Все. Ну, это все зависит от того, как ты спускаешь или от какой сложности спуска. Бывает такое, что спуск намного сложнее, чем подъем. Это тоже есть такой необратимый факт. И так и на всех вершинах стоят туры. Ну, первые восходители собирают этот тур, называется, камни. И каждый восходитель поднимается туда, забирает записку, оставляет свою записку и уходит вниз. А вот на пути, пока вы... Я так понимаю, там же маршрутов не так много, да, к этой вершине? Ну да, есть на любую вершину есть простой вариант подняться, есть посложнее. Это зависит от того, что хочет команда, поэтому по вкусу выбирает маршрут. На коммунизм мы поднимались в 70-м году, это мы шли на Перицу Союза. Там на пик коммунизма много маршрутов поднимались люди по разным маршрутам. Ну, наш тренер совместно с своей командой выбрали самый сложный маршрут, под которым еще никто не ходил. То есть вы первый раз? Первый раз. Проходцы были? Нет, ну на вершину мы не первый раз, Нет, этим маршрутом. а по этому маршруту мы первый раз идем. Угу. Ну вот тогда мы завоевали, команда, нас 5 человек была, команда. Ну вот тогда мы завоевали Угу. первое место в Союзе. Добыли. А деньги заплатили вам? Что-нибудь заплатили? Был какой-то приз? Ну, как такого гонораров никаких нам не давали, но... Репутация, да, поднялась? Нет, кроме репутации, тут нам дали по спортивному костюму, там еще какое-то барахло. Видеомагнитофон? Нет, такого не было. Ну, у нас же командный... Всем, наверное, тогда не давали этих магнитофонов, не было. Угу. Ну, единственное, что опять к этому возвращаемся, к обиде. Мы 5 человек завоевали первое место в Союзе, высотное восхождение. Нам спортивный комитет, тогда он назывался Мехнат, это в Узбекистане, Угу. они нас премировали путевкой во Францию бесплатно. То есть как призовой, да, Да, получается? да, Мгм. как призовое. Ну вот, 4 пустили, меня не пустили. Интересно, почему это? Приехали, ну как, пятый у нас еще не терли. Никто не отменял, да? Да. И вот такие оплеухи. А, они съездили, да, ваши товарищи? 4 съездили, да. Нормально съездили? Ну, конечно. Хвастались, наверное, потом вам, да? Ну, хвастались одно, они много подарков привезли оттуда. Подарков привезли, его не заменишь поездкой. Да. Что ты своими глазами увидел, их не расскажешь, не устраивает. Ну, конечно. И вот. Вот такие случаи бывают у нас. Да и сейчас она существует. Ну, в 70-е же, да, это года были? 70-е? Это в 70-м мы заняли первое место. Угу. Ну, мы до этого на Пик Победы есть, это на Тельшане, 7439 метров высота. Самая высокая. На Тельшане, да. Угу. Мы тогда заняли 2 место в Союзе. А кто первый занял? Да я сейчас уже знаю, что это в Союзе был. Ну, все, ну, Это... конкуренты же. Да нет, ой. Это же когда был 30-40 лет тому назад. Это мы
подаем заявку на какое-то определенное восхождение, на первенство. Сходили, мы его описали, фотографии, все самое представили, а там уже опытные судейские коллеги, они начинают присваивать места. Ну, присвоили место, ну, хоть присвоили, будь здоров. Мы не знаем, кому досталось первое или 10 место. То есть это там непрозрачно было, да, эта история? Ну, прозрачно тем, что объявили тебе какое-то место и все, а в судейскую коллегу никто же из вас не входил. Ну да. А вообще вот какими качествами должен обладать человек, который поднимается на вот эти вот вершины, на эту вершину? У вас вообще было такое во время подъема желание остановиться, свернуть и пойти обратно? Какой-то страх? Это же все-таки там условия очень сложные же. Ну, может быть, и страх, может быть, какое-то влияние имеет. Но у нас часто бывали такие случаи, что с восхождения один товарищ или не захотел, или захворал, заболел, или что там, Бог его знает, или ногу подвернул. Вот вся команда возвращается назад, его транспортирует. Из-за одного человека? Конечно, да. Это же обидно. Ну, обидно. А оставить нельзя там его погибать? Просто такие случаи бывали у альпинистов, я поэтому ничему не удивляюсь уже. Нет, у нас таких случаев не было, чтобы оставлять. Ну, в смысле, в нашей команде не было. А так было, человек погибает, он оставляет его там. Ну, в смысле, выше 7000 практически его невозможно транспортировать вниз. Да. Это очень сложно. Скажем, вот на Чумалунгму там перед вершиной там целая тропа лежит этих трупов. Их практически невозможно. Да. Ну вот у нас на пик Ленина, на пик Победа в 60-м году делали восхождение, то есть не в 60-м, а в 53-м году первое восхождение делали. И в 59-м году вторая команда пошла на эту вершину, и они стала непогода, и у них кончилось топливо. Воды нету, там вниз идти невозможно, наверх идти тоже невозможно. Из-за погоды нельзя вниз идти? Конечно, из-за погоды, и у них получилось обезвоживание организма, и вот 6 человек погибли. Ну, а там же и безумие тоже, да, наступает в этом моменте. А нет там такого вот кислородное голодание, принятие неправильных решений? Ну, кислородное голодание – это другой фактор, а обезвоживание – другой совсем фактор. Это зависит от погоды и от твоего, ну как это, составляющих. Воды мы с собой берем, не воды берем, тут даже таскать его, воды полно там, снег топить. Берем снег, то есть Горелки берем бензин, у нас горелки, примуса, это как обычно. Нам давали австрийский Фебус называется. Тогда еще назывался Фебусом, сейчас не знаю, как он называется, но... А там не газовые горелки у вас? Нет. Я смотрел, там такие баллончики, вот похожие на вот эти вот. Тогда и не было их. Это 67-й. Ну, сейчас газовые, наверное, да, все-таки? Да, сейчас, Просто наверное, состав, тоже. наверное, другой. Да, сейчас, наверное, тоже нет газовые. Или не берут, я не знаю, я после этого не участвовал, не знаю. И вот загорает этот самый примус, снег растопили, получился снег. Вода. Да, вода. А у них кончился бензин, Топливо закончилось. а в непогоду там же никуда не денешься. А во рту нельзя топить? Практически невозможно. Если наверху, вот уже там, ну, есть любители, которые снег берут и кушают.
Получается, во рту раздражение, язык вспухает, губы раздуваются. Все-таки там же мороз. Да. А Ну, какой там минус вообще в среднем? в среднем, скажем, ну как, если там на склоне с солнечной стороны тепло, а с этой стороны 30 градусов мороза. То есть, если солнце село, то 30 Да. спокойно бывает. А если солнце село, то тебе со всех сторон 30-40 градусов мороза. Ну, мы наверху уже на больших высотах. Мы когда приходим, там же приходится ночевать везде. Ну да. Но если есть возможность, мы в снегу вырываем пещеру Да. и ложимся там спать, Да, да. отдыхать. Ну, там в пещере, если на улице 40 градусов, там в пещере где-то 5-6 градусов мороза всего. То есть относительно тепло, да? Ой, даже это благодать, когда на улице 40 градусов заходишь в пещеру, как будто в печку заходишь. Тепло. А вы видели вот этих вот людей, которые вот, ну, трупы вот эти, которые лежат по тропинкам? У нас таких нету. Это по тропинке, это только на Гималае это находится. То есть на 7-тысячных нет, да, такого? 8-тысячник? На 7-тысячниках. Ну, здесь в основном спускают. В А, основном. то есть достают все-таки, Да, да? ну, погода кончается, он же не всегда вечный. Погода установился, потом стараются спускать. Ну, бывают такие моменты, что они сами уже вниз падают. А как это? Ну, сорвался, где он, куда он денется? Не наверх же полетит, а вниз летит. Ну, вы знаете, просто я вот когда готовился к тому, чтобы вот с вами поговорить, да, я смотрел разные интервью, как альпинисты, молодые, кстати, снежные барсы, там, по 35 лет, там, по 40 лет. И все так спокойно говорят об этом, что вот там одна группа, вот у меня товарищ опытный, там, 15 лет ходил, ну, вот он вчера замерз, в прошлом году замерз, вот на таком-то пике там, да. То есть очень спокойно говорят об этой смерти. Это как, это норма вообще для альпиниста? Люди привыкают. Ну, если товарищ погиб, то что, тебе же тоже не погибать вместе с ним. Привыкаешь к этому. Ну, какой-то там инстинкт самосохранения, я там не знаю, там, ну, Ну, инстинкт самосохранения, наверное, возникает, но как такового, в смысле, пугаться, переживать, стрессы какие-то себе делать, это необходимости в этом нету. то есть вы об этом не думали, да? Нет. Там же, ну, к трупам, я не знаю, это к трупам или к товарищам, он погиб, спокойно к этому относится. Ну, ты пережил что-то, вот мой друг пропал, погиб, а чтоб его из этой проблемы делать, нету. Ну, погиб, да. Ну, погиб, ну, конечно, жалко, но, Ну, это минусы, да, вот этого занятия всего. ну, конечно, минус. Ну, ну, сейчас не знаю, но вот раньше, скажем, когда я занимался, это же очень опасный вид спорта. Ну, вот считался, если в Союзе 40-50 человек погибал в год, Нормально, да? считалось это нормально. Это хороший сезон, считался. Как-то грустно не находите? Нет. Так что говоришь, что погиб один товарищ, и ты в такой стресс стал, нет такого. А вы не теряли своих близких товарищей? Все-таки вы довольно-таки долго ходили и много прошли? Ну, конечно, были. Расскажите про какой-нибудь один случай. Ну, как я могу рассказать, как он погибает? Ну, не то, что погибает, но вообще вот как это было, как это произошло так?
Ну, вот в 1971 году одна японка зашла на Гималай, на Эверест, Мгм. без кислорода, без ничего, одна. Да. Одна поднялась? Одна поднялась. Это, конечно, сверхъестественно какой-то. Но и наши союзные деятели решили их переплюнуть. Собрали весь цвет женского альпинизма, и они пошли на пик Ленина, 7134 метра. Они поднялись наверх, уже спускаться, а получилась непогода. А сколько человек группа была? Одни девушки были? 10 человек. Чисто девушки. Все девушки были. Они хотели рекорд побить по женской линии. Ну и вот получилась непогода, у них все было, и продукты, и все, и тем более наверху снегу там полно. Можно зарыться в снег, лежать сколько хочешь. И вот они попали в панику, и все погибли, 10 человек. Они звонят вниз, телефон-то у них есть у нас? Проводной? Нет, Какой телефон? передатчик. Ну, всё, как радио. Мгм. Да, спортивный. Они передают, что вот у нас вот такая ситуация, вот последний погибает, что будем делать? А отсюда не могут подняться наверх, штурмует все. А погибают из-за чего? Продукты же были? Ну, продукты были, но они в панику попали. И у них еще горячее снаряжение, и теплое снаряжение было. Можно, я говорю, единственное, что лечь в снег, накрыться, и можно лежать. Это отсутствие опыта или все-таки какое-то помешательство? Это больше всего паническое. Мгм. В панику попали. Мгм. И вот они разбежались, там на Ленина там простор великий, там кругом снег, скал нет наверху. И вот они попали в панику и погибали там. И через неделю погода установилась, ну, пригласили на помощь остальных. И вот их спустили всех, 10 трупов. Вот такое бывает. Из-за паники. А бывает так, что вот на сложных скальных вершинах срывается, крюк сорвал, или веревку оторвал. Мгм. Ну вот он разбивается. Там уже проще. Его таскать не надо, он уже внизу. Ну да. Там проще. Хоть так проще, да. И вот, ну вот, поэтому спорт это очень такой опасный, очень тяжелый, может, физически. Ну вот, скажем, штангист пришел на первенство, поднял, не поднял, он остался безвредимый, невредимый. Мгм. А у нас-то, если ты вышел на маршрут, Никто не знает. да, никто не знает, ты должен идти только вперед, а назад тяжелее. Вот пока получается непогода, никуда ты не можешь голову не высунешь из палатки. Прям видимости вообще же нет никакой, да? Ну, видимость, может быть, на несколько метров есть. Но фактически ты не можешь идти. Там такой ураганный ветер наверху. Мгм. Практически невозможно ходить. И вот в таких случаях попадают люди в панику и погибают. А вы ответ нашли, почему вы этим занимались вообще? Почему вы шли в горы? При том, что это сложно, это опасно. У вас есть жена. Она, наверное, тоже... Как она? Да. Жена уже к концу там появилась. А. Может быть, она была причиной завершения карьеры? Нет.
Ответ у вас есть, почему вы этим занимались? Ответ. Ну, это, я думаю, что никому это не объяснишь. Такое притяжение человека к этому. Когда ты поднимаешься наверх, особенно на сложных восхождениях, я думаю, что ты чувствуешь себя победителем сам над собой. Ты это совершил, ты это сделал. И то, что там увидел, остальным никому не постижимо это. Это считаешь себя выше всех остальных. Ну, это может быть гордость, больше всего, наверное. Что-то на гордыню больше похоже, нет? Не знаю. Тяжело. Физически тяжело. Там вот иногда бывает, да со мной было. Вот проклинаешь, зачем пошел сюда, зачем это сделал. Больше не приду на горы, не пойду на горы. Да. Вот спускаешься, ну, может быть, месяц проходит больше, может быть, меньше. И вот начинаешь вспоминать. Там был, это видел. Опасность уже забывать начинаешь опять. Нет, опасность не теряется, ты это все помнишь, ну, и опасности вспоминаешь, и все эти трудности, как ты преодолел. Это вспоминаешь и начинает каждый день. Вот у меня, опять зайдем вперед, бросил, ну вот по этим обстоятельствам альпинизм я не пошел дальше. Ну, вроде бы первое время себя успокоил, что я на горы не пойду. Ну, не прошло на несколько месяцев. И, наверное, год-полтора я чуть с ума не сошел. Угу. Каждый день, каждую ночь иду на восхождение. Ну, ночью пережил, и днем начинаю вспоминать, а почему так, а почему так. Вот я год-полтора мучился с этим вопросом. А почему такая принципиальная позиция была? Какая? Ну, не ходить больше в горы. И вот из этой душевной больны, что меня обидели. Ну, это не бахвальство. В команде я был один из лучших физических готовых. А вы не первый шли? Нет, там первый-то постоянно не идет, скажем. Ты прошел какой-то участок, ты заходишь назад, остаешься, а следующий идет туда дальше. Одному там практически невозможно это сделать. И на стенных восхождениях так, и на таких обычных восхождениях меняется очень часто. И вот, ну потом я покаялся, что я бросил. Пожалели? Я пожалел очень сильно. Ну, хотя бы для себя я ходил бы, ну ладно, Бог с ним туда не пускали. Ну, я так сильно переживал, я говорю, вот год-полтора, я, наверное, год с ума чуть не сошел. Каждый день, каждую ночь я ходил на восхождение. Да, я представляю. Но оказалось, обида выше, чем призвание. Вот меня с Франции бросили, потом очередность на Бар Снегов бросили. Да, вы там 43-й по списку, я посмотрел. Да, я должен быть, да, список есть, это Уржумцев, с которым я ходил. Урумцев? Уржумцев.
Уршумцев. Уржумцев. Он 11 там стоит. И вот мы с ним с маленьких азов ходили вместе, и вот да хоть и не 47-й, хоть ближе бы поставили, но это самый последний в году. Ну, а что это меняет? Вот смотрите, если вы себя ощущаете самым сильным в группе, к примеру, да, самым лучшим, вот если вы себя чувствуете, Да. неужели это не перебивает то, что вам ставит кто-то оценку? Это как вот в школе вам тройку поставят, да и ладно, и черт с ним. Что этот список меняет-то вообще, по сути? Да, это не список меняет. То, что, ну, можно сказать, плюнули на твои достоинства. Да, я понимаю это, да. Я сейчас не могу объяснить, почему это так получилось, почему я так поступил. Ну вот, я считаю, что меня обидели в душе. Мы, скажем, мы пятеро вместе шли, вместе работали, вместе рисковали, вместе целые вернулись. А такое разделение сделали. А они сами никак не комментировали, ваши товарищи? Вопрос возник, кандидатуру туда, ну, меня туда тоже включили. И когда у меня это дело не получалось, я тренеру сказал, что вот у нас такая херня получается. Ну, и там ребята все были. Ну, и вот все мои товарищи, которые в сборной команде, Да. нас было 15 человек был в сборной команде, все пошли в комитет физкультуры, ну, который нам путевки выделял. Но они пожаловались, что, ну, не пожаловались, сказали, что вот такое дело, одного нашего не пускают. Я говорю, я что могу сделать? Говорит, я вам путевку дал, а вас-то не пускают. И я пришел к себе в город, ну, они посоветовали, говорят, сходить самые в парторганизацию. В городскую парторганизацию пришел. Ну, и туда же не пускают к этому парткому, бля, или как там называют. Бля. Начальнику. Не начальник, это тогда не начальники они были. Мгм. И я говорю, хочу к парткому зайти. Это секретарь. Женщина. А что такое? Да вот такой случай, что вот у меня письмо, отношение в горком содействовать, чтобы меня пустили туда. Ну, она, недолго думая, говорит, я тоже хочу. Ну, я так говорю, я-то при чем? Я заработал, но и заработать вы тоже идите, да? Она так и не пустила меня туда. А кому скажешь? Да, непростые времена были. Да, и простые, непростые. Да, и в жизни потом много, немного, но получалось, ну, как его осудить? Вот я работал в проектном институте, у меня часто были командировки, и на повышение квалификации ездил в Томск, ездил в Свердловск, ездил. И как-то получилось, в Ленинград был путевка. Мгм. Ну, так получилось, что желающих не нашли. Кандидатура есть, а желающих нет. Ну, я изъявил желание поехать. И засранец директор наш не пустил. Почему? Почему? Почему?
Я тоже не знаю, почему. А вы не спросили у него, почему? Он промолчал, ничего не сказал. Так можно было, да? Я не знаю, что ты ему скажешь. Вот. Я считаю, что опять эта пятая графа помешала. Вот, мол, татарин поехал в Ленинград. А в Томск пустили. Ну, потом в 1972 году мы опять завоевали второе место в Союзе по восхождению. Тогда комитет дал путевки в Польшу. В Польшу пустили. Может быть, просто время как-то поменялось? Нет, это Польша тогда же была демократическая. Наверное, в этом, я так понимаю, смысл. Не от того, что погода была другая. Может, просто смена другая была на работе? Ну, я к этому привязываюсь, как пятая графа. Ну и вот, ну, мы сюда приехали, ведь тоже пятая графа мешала. Не, ну да, это понятно. Вот так. Этот вопрос вообще большой на самом деле. И мы же много с кем общаемся, с выдающимися людьми, которые прошли тоже такой интересный, сложный путь. И практически все страдали от этого. И этот ущерб, его невозможно посчитать, какой был ущерб нанесен. А вот эти товарищи, с которыми вы ходили, ну, вообще туда-сюда, на семитысячники, они пошли на Гималаи? Были ваши соратники? Кто пошел? Нет, наших не было. То, что мы, значит, в 80-м году Союзный комитет решил команду собрать на Гималаи на 80-й год. Да. Ну, из узбекской сборной команды мы прошли 2 человека. Я тоже туда прошел кандидатом. Ну, уже вот мы начали здесь как-то шевелиться туда-сюда, готовиться. Это после Франции было, да? Франция был в 70-м году. Да, это 80. Это 72-й год был. И вот начали готовиться. Ну, там, как таковой подготовки нет, но шевелились, да, начали. И объявили, что тогда решили самую международную альпиниаду провести в Союзе. Говорит, мы все деньги ушли туда, комитет нас, ну, Союз не пустил. Да, денег нету. Денег нету, да. Ну, союзная команда была, через 5-6 лет они взошли на Гималай, на Эверест. Но это не ваши товарищи, да? Нет, с узбекских не было никого. С узбекской командой никого не было. И вот, ну, тогда вот в 70-м году ну, я считал себя уже зрелым, созревшим. Я готов был на Эверест бегом забежать. До того я так был готов. Вот, вот сколько мы 7000 делали, я так себя отлично чувствовал наверху. Даже по отношению к моим товарищам. Вот. Ну, это тогда закрыли Эверест, конечно, этот никто не виноват, кроме как финансовый, а вот те дальние случаи, конечно, только пятая графа. А вы не могли там одному подняться, сам, соло подняться на Эверест? Ой, было. Ну, как та японка сумасшедшая. Это деньги, там громадные деньги нужны. Да? Да, громадные деньги. Для чего? Вот на экипировку или там какой-то пропуск надо купить? Нет, что там? кроме того, экипировка там должна быть большая, быть очень теплая. А второй, там большие деньги, взносы дают на пропуск. Пропуск на гору вообще. Да.
То, что она туда поднялась, по всей вероятности, ну, мы какие-то деньги были. Или какой-то комитет его спонсировал. Не, ну богатые люди же есть на планете. Есть, ну и сейчас есть богатые люди в основном сейчас на Гималай, на Эверест поднимаются богатые люди. 30 тысяч долларов, по-моему, стоит сейчас подняться. Если не 10-15. Ну, я вроде 30, 25-30. А 30, да, может быть, да. Ну Ну, как будто бы понятные деньги, как бы, ну, такие деньги есть у людей. да, есть, конечно, есть. Ну, там есть спортсмены, которые благотворительность делают туда. Есть такие денежные люди. Но есть такие эти денежные люди, которые остаются там. Они же физически не подготовленные, идут наверх. А такой вот самый неудача получается, их оттуда спустить никто не может. Но в этом же есть какой-то символизм. Вы не думали остаться на этом пике навсегда? И я, например, не Они же хотел бы, сохраняют. но, может быть, кто-то желает там вечную память сделать. Не, ну вот вы же говорите про то, что очень узкий круг избранных людей, которые вот видят эту красоту, но еще меньше людей там лежат на этих склонах. Ну, конечно, большинство, но лежат. Ну, что их туда влекло, я не знаю. Но то же, что и у вас, наверное, амбиции. Ну, сейчас, наверное, у богатых нет такого, что амбиции или призвание какое-то. Какой-то престиж подняться наверх. Больше всего ничего. Они отдают громадные деньги этим щерпам. Можно сказать, они на себе их вытаскивают наверх. А, кстати, как с этим делом на высоте? Поощряется или запрещено? Нет. Не то, что поощряться, сам не хочешь. Там, пробовали люди. Ну, вот, скажем, на 5-6 уже там выше, там стопку выпьешь там, 20-30 грамм, тебе хватает это все уже. Уже все это не нужно, да? Это невменяемое получается. И сразу дыхание сбивается, и мышцы все самые ослабеют. Нет, это невозможно. Куряки наверху курили, да. Я не курил ни разу. А вообще, вы знаете, вот я когда первый раз услышал, меня очень заинтересовала эта трагедия. Вы по-любому об этом знаете. Трагедия перевала Дятлова. Вы же, наверное, в курсе были, в теме этого вопроса? Да, это в Сибири это было. Ну да, это на Урале, да? Да. Да. Вот вы интересовались этим вопросом вообще? Ну, я не интересовался, но я несколько раз перечитывал. Это он по телевизору показывали. Да. Даже. Перечитывал. Ну, вполне возможно, я этому верю. Когда человек впадает в панику, ничего его не может спасти. То же самое, там они были, потом их не потеряли и не нашли. Это все паника. Может, они и замерзли, может, ушли, может... Но причина же была этой паники. Причина. Причина всякая может быть. Хотя бы там, скажем, непогода. Ну, там обвал палатки, как бы официально. Да, вроде бы и палатку порвали, как будто там никого нет. Это как будто... В общем, я читал и многое там не понял, с чем это все связано. Я, например, отвожу к тому... Они там сказали, что кто-то причастен к этому потерям. Но я
не верю этому, что кто-то был причастен. То, что они ушли, ну кто за ним пойдет такую акцию делать? Ну, там солдатская шинель была найдена. Солдатская шинель была найдена недалеко. Не знаю. Нет, такой момент я просто хотел узнать у вас, как у специалиста, насчет вот этого самого явления. Там как бы говорится о том, что официально, что там палатка, она обрушилась под снегом. Неправильно поставили палатку, ее замело снегом, она обрушилась, и вот началась вся эта история. Ну, хорошо, обрушилась палатка, но не все же под палаткой остались. Не, они нет, но они паниковать начали, там же все-таки непогода была. Ну вот, и все это началось. И если обрушилось, ну, конечно, в такой страшной непогоде, конечно, будет паника. Это однозначно. Ну и вот это все погубило их. А потом много туда ходили, искали, что-то не нашли, что-то нашли. В общем, это все какая-то ерунда. Я не могу представить, даже не допускаю, что вот они пошли, за ним кто-то пошел самый что-то навредить. А, в этом плане. Ну, там я тоже, честно говоря, в это не верю. Там были такие конспирологические предположения, что там среди них был взрослый мужчина 35 лет, который там что-то был на каком-то заводе работал, вот это вот ракетном. Ну, в общем, там я, честно говоря, в это тоже особо не верю. Там, в принципе, трагедия произошла. В такие ситуации попадал экстремальные. Да. Поэтому я рассуждаю, что вот может быть, но и не может быть. Вот это так. А какая вот самая экстремальная ситуация была у вас? Какая была ситуация такая, что прям вы прям почувствовали, что тяжело? Ну как тяжело? Это понятие Ну, страх какой-то прям. Ну, то есть очень относительно. Ну, как такового страха не существует, по-моему. Экстремальность была. Ну вот лично с нами, когда мы пик Победу делали, посходили на него, не делали, а посходили. Да, ну это можно так. Я понял. И мы слишком поздно поднялись на вершину, это где-то в 5 или в 6 часу. В горах характерно то, что моментально расцветает, моментально темнеет. Сумерек нет вообще. Да. И вот буквально мы на вершину поднялись, уже вот, ну, то, что мы туда пошли, уже думали, что мы поднимемся наверх вовремя и успеем туда спуститься вниз. У нас лагерь был на 700, ну, думаю, там 300-400 метров мы спустимся. И мы слишком поздно поднялись наверх. Ну, записку писать надо, но написали там буквально минуты полторы, может, 2. Мы начали спуск, ну, буквально, наверное, метров 100-200, может, прошли. Хоть глаза выколи. Темно. Темно. И ветер поднялся, пурга. Ну, что мы делать? Нас было 6 человек. Мы просто снег разгребли ногами. У нас-то снаряжение, ну, в смысле, как теплых вещей не было, а то, что мы на себе были теплые одежды, веревки постелили, рюкзаки постелили, легли прямо на снег, в яму. И вот мы друг другу не давали спать, уснуть. Это уже организм ослабевает, дыхание реже становится. И вот мы всю ночь просидели. На утро то, что нас спасло, нас снегом занесло. Не так холодно было. Да, не так холодно было. Ну, зато мы начали спускаться. Почти что все руки поморозили.
Обморожение было. Да. Вот у меня все ногти сошли тогда. Но это без некроза, да, обморожение? Там какая Да. степень была? Да. Мгм. И вот в такой критической ситуации ты уже не думаешь, что будет следующий шаг. Какое-то самосохранение. Мгм. А о чем вы думали? Вот вы всю ночь, вы о чем-то говорили? Да, по-моему, не говорили, каждого толкали в бок, чтобы не спать. Говорит. Никто не паниковал? Все-таки стрёмная ситуация. Нет, то, что вот мы эту ночевку выдержали, и если бы паника была, то, конечно, начали бы разбегаться там по склону. Одному там не выжить никогда. Если бы вы остались, вы бы не выжили? Нет. Почему? Ну, в смысле, ты старался бы спускаться. Мгм. А одному спускаться это практически невозможно. Это тяжело. И вот, как на пике Ленина было, вот они тоже, у них все было. И питание было, и снаряжение было. Вот в панику попали, разбежались по всему склону и замерзли. Самый такой агрессия – это паника. Мгм. Страшно, да? Страшно. А вы видели этот приступ паники? Кого? Ну, вы это состояние вы видели у кого-то? Паническое состояние? В вашей группе там или вообще? Ну, и я про себя могу сказать, иногда один-два раза было у меня такое. Думаю, что вот сейчас последнее дыхание, все. Мгм. Но я тех товарищей не ощущал, что они думали. Вот. Переборол, выжил. Но вы паниковали как бы тихо, да? То есть не распространяли Нет, это? это не паника. Как бы чувствовал, это уже, Осознание, да, того, что... да, чувствуешь, это уже последнее дыхание. Это не паника. Ну, с паникой там вопрос не решишь там. Главное, чтобы в панику не впадать. Мгм. Вот так. Бывают случаи такие. А вот это вот опыт ваш, он вам в жизни помогал вообще, в обычной жизни, гражданской? Опыт? Восхождение. Нет, опыт как такового я его применения не нашел. Но то, что физически я был подготовлен, ну, может, максимум, может быть, чуть меньше, но это мне в жизни помогло. Физически. То, что я там в Средней Азии работал, ну, вот в проектном институте, там что, пришел, там посидел, черчение сделал. Сидячая работа. И, да, не без лежачего. Там физически у меня дома хозяйства не было. Когда я переехал сюда, в Крым, деньги сгорели, инфляция. Строить надо, денег нету. Что-то делать, того нету, того нету. И вот мне пришлось, я в жизни скотиной не занимался, я начал заниматься скотиной. И я, если не соврать, в сутки, наверное, 20 часов работал. Именно вот со скотиной, да? Нет, и скотина. Я сразу перестроился на скотину, потом перестроился и параллельно перестроился на столярку. Тогда, когда поехали, всем надо было дверь и окна. Ну, как-то у меня получилось, и у меня пошло. Я в день, то есть за неделю делал двери один комплект, ну, с коробкой, со всеми. Если рабочий получал 100 рублей, то я за дверь получал 1000 рублей.
Видишь, какая? Чуть больше, да, получается? Конечно. Так а вы Ну на и- пенсию вышли с какой профессии? Что вы делали? На профессии. То есть, На пенсию, то есть вот вы вот, а, ничего, я просто вышел и все. просто так, да? Ничего. Ну, только вот для от скуки в огороде у себя занимаюсь. А так, вроде у меня пенсия хватает, не хватает, то хватает. Да. А так, чтоб не спать, то есть не лежать, Мгм. я занимаюсь дома, огородом. А какую-то зарядку делаете, физические упражнения? Ну, года 4-5, наверное, нет. Почему? Да я не знаю. Устали уже от этого? Да я не знаю, устать, ну, не устал, но у меня посчитал, что то, что я занимаюсь дома, мне этой зарядки хватает. Тренажерный зал. А так, сказать, что хватает, не хватает, ну что делать? А здесь в Крыму вы ходили куда-нибудь в горы? Я извиняюсь, конечно. Ну, в первые годы я каждый год ходил на Чатырдах. Ну, восхождение, да? Вот это? Да, этот, на 1 мая, 18 мая. то есть, да, на 18 мая ходили всегда на Чатырдах. Вот со всеми выходил и ходил в субботу. А так куда еще? Ходить здесь технических ничего нету. Ну да. Ну, если не технический, вот в 71-м или 72-м мы в Ялту приезжали на скальные соревнования. То, что там прямо у порта, там есть Крестовая гора, там были соревнования, на Красных Горках соревнования, в Фаросе были соревнования. Вот 2 или 3 года я приезжал на соревнования. Ну, тогда я тренировался, действительно. Мгм. Ну, кроме физической, там надо еще по скалам лазить. Там вопросы. А сколько раз вы подтягивались тогда? Да я не знаю. Я Не считали? не считал. Но я в основном в Узбекистане на велосипеде крутил я очень много. Ну, каждый день я километров по 20-25 накручивал. И бегал каждое утро. Ну, я не знаю, ну километр, может быть, 1,5. Мгм. Каждое утро бегал. Это в Узбекистане было. А как я приехал сюда, бегал со столяркой, с коровами бегал. Уже было чем заниматься, да? Да, бегал с коровами. Ну, вот так пришлось приспособиться к жизни. Ну, нормально приспособились же, правильно? Не самый худший вариант. Нет, ну, по крайней мере, не голодал, Самое главное. приспособился. Ну, всю семью поднял. Вот у меня 3 детей, все кончили высшее образование. Но вам вообще сейчас горы снятся? Вообще вы вспоминаете это? Да, очень часто бывает. Иногда просыпаешь аж в поту весь. Бывает такое. Бывают веселые. Но это больше позитивное или бывает волнительное тоже? Ну, там, переживательное. Ну, наверное, больше всего позитивные, чем переживать. Все-таки яркие, да, впечатления были? Да. Ну, переживай, не переживай, уже все прошло давно. А если ваш сын сейчас скажет, я вот хочу пойти подняться на пик коммунизма или там что-нибудь, как там Исмаил, кто Я- называется, вы его не будете отговаривать? Я постараюсь отговорить его, показать положительные и отрицательные стороны.
Но я его запретить не могу. Я думаю, не сумею. Мгм. Ну, постараюсь отрицательную сторону больше показать. Все-таки, когда уже становишься отцом и дедушкой, да, уже все-таки этот Нет, риск. очень такой спорт опасный. Ну, вот то, что когда мы в Узбекистане были, я месяц, два с половиной уезжал на сборы. Мгм. Ну, и соревнования, и там восхождение и все прочее. В принципе, до конца никто не знал, я куда ходил. Дома. М. У меня была бабушка и мать. М. Они не думали, что у вас вторая семья есть? Нет, ну, такие вопросы возникали, я поклялся. Все-таки женщины, они народ более практичный, что Ну называется. да. Ну, Что там 2 месяца в горах? Что можно делать 2 месяца в горах? Вам такой вопрос не задавали? они и не знали, что я в горах. Как это не знаю? Да, ну вот, когда первое время был, я путевки брал и ездил в горы, ну, в смысле, несерьезные. У них вопросы возникали, я и сказал, да вот, поехали, отдохнули, вернулись. И всё. Мгм. Возле речки посидели. Да. наверное, Мгм. Еще в конце уже, когда женился, жена вроде откуда-то раскопала, куда-то я хожу. Этот Да. крюк нашла. Мгм. Ваш альпинистский. Ну как жена может не раскопать? Вы же с ней живете. Вот какая-то амуниция, экипировка, я не знаю, лыжи там, в конце концов. Ну, я Палатка утепленная, я не Так. знаю. открыто не афишировал, что я спортом этим занимаюсь. Но из-за того, что он опасный, из-за этого вы... Да, очень опасно. Чтоб не переживали, да? Да. Ну вот у меня тоже был случай, ну, попал в такую ситуацию. Голову разбил. Но ребята, с которыми я уезжал, они приехали домой, я-то остался в больнице. А разбили где? На восхождении? Да. Мгм. И они пришли, сказали, что я большое расстройство, он сейчас в больнице лежит. Мгм. Он скоро придет. Мгм. И все. А когда пришел домой, они говорят, ты что, уже поправился? И все. Никто не знает, что я это был. Без интернета хорошо было, да, раньше? Ну, конечно, все переживали. Так получалось, что у меня сходило с рук. Не, ну вот если так подумать, да, вот случись немножко по-другому ситуация, вот вы когда на вершине остались, но вы же потенциально могли же замерзнуть все там. Конечно. И все, замерзли бы, и Да, все. и все. Будь здоров. Ну вот, я же говорил, что там на пик Победы замерзли. Ну, когда мы поднимались в 69-м году наверх, значит, они были в 50 каком-то году замерзли. А в 69-м мы поднимались. Они вот на склоне сидят просто. Мгм. Один, даже очки висят на шее, глаза открыты, Мгм. а другой там в палатке лежит. Ну вот, живые лежат. Так живые? Да нет, Как живые? нет, не живые, ну, в смысле, они уже 10 лет лежат там. М. Ну, в смысле, вечная мерзлота, они не разлагаются там. Ну да, да. Ну, такие случаи бывают, конечно. Ну, пришли, отдохнули, там, кто что знает, рассказал, и пошли дальше. Мгм. Таких
эмоциональных таких всплесков. не Все-таки бывает. суровое место, да? Не, Конечно, не там вечная располагает. мерзлота. Это, значит, там 4200 вечная мерзлота уже начинается вверх. А это было 600. Чё? А там животных нет никаких, вот где вечная мерзлота? Никто не бегает, никто не прыгает. Ну вот, вроде бы снежный барс ходит там на снеговой линии. Так что и вот вороны или вороны, Мгм. они с нами до 7000 поднимаются. Серьезно? Да. А что они там делают? Ну, вот то, что мы отходы выбрасываем, они, Ничего себе. Они что, такие утепленные, что ли? не знаю, они утепленные или не утепленные. Но 7, они поднимаются с нами наверх. 7 тысяч, это же много. Да. Свободно летает. Да. А таких же на нету. Ну там баранов таких ничего. А такого нет. баранов много очень. Ну, 4 тысячи и выше есть бараны? Да. А, ну вот же. Нет, но они за снеговой линией далеко не ходят. Они на снеговой линии болтаются. Вот на Памире, ну, если не соврать, там сада по 1000 голов ходит. Ну, Очень дикие, да? А? Дикие. Дикие Мгм. козы, козы. А так, ну, ниже снеговой линии там зайчика прыгает, там птичка. Ну, это да, это понятно. А так, на снеговой линии, кроме барса, никого нету. И то я ни разу не видел. Но его же невозможно увидеть, он же очень редкий. Да, говорят, он очень осторожный. Я в интернете видел видео, как снимаю, но это очень редкие Да, кадры, да. они же такие осторожные. Осторожный очень. И их и мало, очень мало же их. Там их до 1000 штук, по-моему, там очень мало их. Ну, дело не в количестве, то, что они очень осторожны, они в основном они ночной образ жизни у них. Ну, бывали у вас такие, ну, как, не знаю, ошибки, ну, решения, которые вы принимали, и эти решения оказывались ошибочными, но вы в силу своего опыта и какой-то самоуверенности допускали такие ошибки. Вот было у вас такое? Не когда вы начинали, а когда вы уже чувствовали, что вот как вот с темнотой той, да, вы думали, что вы опытные, что вы все знаете, и как бы раз в такую ловушку попали. Ну, конечно, опыт – великое дело, он учит ко всему, конечно, но бывают такие моменты, от человеческих факторов это ничего не зависит. Ну, в такую погоду попал, куда денешься? Это не человеческий фактор, это природный. Да. Такие случаи были, да. Ну, на маршруте, скажем, часто бывает. Выбрал какой-то маршрут, он оказался сложным, его преодолеть тяжело и, может быть, даже практически невозможно. Ну, приходится другой маршрут брать. И возвращаетесь обратно? Нет. А, на месте меняете Да, маршрут. маршрут на месте поменял, пошел дальше. А так, вниз спускаться и снова подниматься – это сложный вопрос. Время уходит, силы уходят. Просто так невозможно. Я читал одну статью, интервью от человека, который поднялся на все вершины, ну, тоже обладает титулом снежного барса, и был на не Килиманджаро, говорю, на Эвересте. И он сказал, что если вы как бы имеете титул снежного барса, вы, по сути, и легко подниметесь на Эверест. То есть по сложности он вообще никак не больше, не сильнее. Нет, по сложности там ничего сложного нету. Там считается технически последняя башня, там называется, ну, башня, склон такой скальный. Пик, то Да, есть выступ, да? Да, выступ, да.
один единственный там, вот этот скальный выступ, его сложно преодолеть. Ну, трудности есть. А так он, сложности там нету. Как я тоже смотрю, Мгм. у них единственное получается сложность это ледник преодолеть. М. А так на гребень выше, на Эверест, там только сила и дыхание. Мгм. То Больше- есть уже чисто физическая Да. выносливость. А вы смотрели, да, наверное, какие-то фильмы про восхождение, Ну, наверное, какие-то? конечно, все смотрю, даже не один раз. И как вы себя примеряли в роли поднимающейся или просто смотрели как интересующийся человек? Ну, в смысле, ну, может быть, понимающий, может, не понимающий, но я вместе с ними переживаю, как они все делают. Вы же прям непосредственно все понимаете, что Да, происходит. конечно, понимаю, что это, конечно. Это техника одна, что на Эвересте иди, что на сложной вершине иди. Ну, конечно, на технической вершине восхождение делать это сложнее намного. Но, скажем, с ценой восхождения до основного техническое, да, там в среднем он может быть 90 градусов быть. Да, это вообще И есть такие участки на этих ответственный, да? отрицательный угол. Нет, Да. ответственный понятно. Отрицательный угол. Мгм. Приходится преодолевать. Ну вот мы на юго-западе Самарканда, называется он юго-запад, мы там вершину делали, Бадахшан называется. Ой, не Бадахшан, а Бадахшан территория. Там 1 километр перепад, стена чистая, 90 градусов считается. Километр вот так? Да. И вы просто ну, по нему вот так вот по склону, да? Ну да, не по склону, по стене. По стене. Ну там бывает, что через полметра приходится вот на вытянутую руку крюк забивать. Мгм. Вот представь себе, километр на каждый полметра крюк забивать. Это физический труд. И мы наверх поднялись, весь груз оттуда сбросили, и все. Он вниз упал. Мгм. Вот такие стены восхождения есть. Стенные восхождения. Это технические. А есть восхождение, вот по склону поднялся, там, может быть, ну, редко бывает, что 35-40 градусов бывает. Это очень редко. Мгм. В основном меньше. А в основном меньше, да. Там только физический труд, дыхание. А вот на этих вершинах у вас было что-то такое необычное, что вы замечали? В Тяньшане есть семитысячник, как Хантенгри называется он. Мгм. Это по местному Хантенгри. Он 7000. И то, что вся вершина сложена из чистого мрамора. Мгм. И вечером на него, когда смотришь, на полнеба костер горит. Это солнечные лучи отражаются оттуда. Вот необычайный такой случай. Такого редко не увидишь. И да и не всем дано это видеть. Ну, это я уже понял. Вот. Случайных людей там нет. Нет, случайности там на маршруте бывает, а так случайно туда идти не получается. Мгм. Саунс, Зинара, мы будем с вами завершать. Я думаю, что кому интересна эта тема, они посмотрят с удовольствием. Мне тоже было интересно с вами говорить. И вы знаете, мне кажется, что когда я узнал, что в нашем народе есть такой человек, а это действительно очень редкое звание, я сразу же захотел с вами поговорить, и в принципе вот я с вами поговорил. Поэтому, Саунс, что пришли. Но это не бахвальство, конечно, я единственный альпинист крымской А татары. что это? Это факт. Нет, ну кроме факта, в смысле, можно еще
кичиться говорит, что я единственный. А, по факту это так? Ну да, Значит, это факт? ну факт, но Все. Не, ну если вы на свадьбе будете всем говорить, и в микрофон тоже, да, это уже бахвальство. не, да, Вы вообще знаете, кто здесь в зале? Это будет бахвальство. А да, так, да, в принципе, да, согласен. Это да, э, это уже чрезмерно будет. да. В общем, Ну, так. вам, да, вам здоровья, Зинура. Вы очень хорошо выглядите, машалла, Костя Мессон. Чё, сагыл, Да. за комплименты. И вообще, вот я так понимаю, физической активности и есть небольшой ключик и долголетия, да, какого-то? Ну, долголетие я не знаю, но физически, конечно, мне помогло очень сильно. Но я говорю, вот когда я приехал сюда, ну, в сутки я 3-4 часа все спал, отдыхал. Мгм. То за этим, то Да, для этого нужна энергия. выживать надо было. Да. Ну да, конечно, выживать, энергия большая надо была. Выживает кто может. Вы, получается, и там выживали, и здесь выживали. Вот И в обоих случаях выжили, получается. то, что там я подготовился, мне помогло в жизни очень сильно. А так, практически я его, что я здесь могу применить? Я же не монтажник. Да, высотник, да? Да. Хотя могли бы, да, работать или нет? Конечно, мог. Ну, тогда моя цель была переехать сюда. Мгм. Переехал сюда, я работу сюда не нашел. Ну, это понятно. Нету работы. Классическая история. Конечно, мог бы я и монтажником пойти куда-нибудь, но я не знаю, чем это так привязано здесь. У меня здесь жена с 3 детьми, решил не бросать. Конечно, мог бы куда-нибудь монтажное управление пойти. Не, ну да, это понятно. Это, Но я думаю, вы нормально справились. Все получилось. ну, нормально, это мы потом узнаем еще. Дай Бог. А якши. Сау вас, Зинура. А siz de sağ olun.